Севослаг, как система исправительных трудовых лагерей, возникает в 1932 году, когда в бухту Нагаева прибыли первые группы заключенных. После этого и началось активное освоение территории. В том же 1932 году был образован Дальстрой. Дальстрой – особая организация с подчинением напрямую Москве в рамках НКВД, главной задачей которой была поиск и добыча полезных ископаемых, прежде всего золота. Но вместе с тем Дальстрой действительно выполнил очень большую программу строительства здесь. Строительство коммуникаций, строительство поселков, строительство городов, строительство приисковых поселков и организация хозяйственной жизни на обширнейшем пространстве, куда входили Чукотка, север Камчатки, территория современной Магаданской области и в том числе восточная часть Якутии. Это все территория экономической деятельности Дальстроя. Сначала приезжали, в два ряда растягивали проволоку, по краям, значит, вот прямоугольника ставили вышки с прожекторами. И только после этого экскаватор заходил, начинал рыть котлован, а после этого уже утром привозили, вечером увозили рабочих, которые строили все эти здания. Все эти районы, поскольку экстремальный климат и удаленность от центра, конечно, они отличались самыми суровыми условиями. Колыма – одна из величайших северных рек. Это транспортная артерия, связывающая Якутию и Магадан. Берега Колымы были обогрены кровью и просолены потом людей, репрессированных в том числе и за религиозные убеждения. Якутская и Магаданская епархии, преемницы этой территории с ее болями и скорбями, поставили задачу описать этот тяжкий период в истории нашего Отечества. Нашим горячим желанием было зафиксировать, а возможно вновь обрести уже забытые имена этих людей, заключенных Колымы. Эта решетка настоящая, она хранит память того времени, страдания многих людей. О процессе реабилитации невинно осужденных, политически осужденных за веру начался в конце 60-х годов. Он продолжается и до ныне. Он достаточно сложный. И во всяком случае есть надежда на то, что появятся новые имена, в том числе и пострадавших за веру, за свои убеждения и несших смиренно это наказание, которому, конечно, они не были достойны. Самый пик работы над нашим проектом, посвященным сохранению памяти о пострадавших за веру на Колыме, в Якутии и Магадане, пришелся на пасхальный период 2022 года. Это наиболее радостные дни в жизни церкви, время, когда в храмах совершаются пасхальные богослужения, исполненные радостью о Христе воскресшем. Свидетельством этой радости стало принесение благодатного огня из Святого Града Иерусалима в Первопрестольный град Москву, из Москвы в Якутск, а из Якутска в Магадан. Это напомнило нам о единстве Церкви Божией, основа которого лежит в крестной смерти Спасителя. Мученическое страдание – это подражание страстям Господним, а потому и утешением всей скорби служит устремление в вечность, пасхальная радость, наполняющая страдания эти смыслы. Здесь, на этом месте, находилось здание Главного управления Дальстроя. А отсюда велось управление всеми исправительными лагерями Дальстроя, и здесь совершались судьбы людей, страдающих в том числе и за веру, за свои религиозные убеждения.
Мы проехали по Колымской трассе, побывали в отдаленных поселках Якутской Колымы, Среднеколымском и Нижнеколымском районах и проделали большой путь по сухопутной части этой дороги от границы с Магаданской областью до самого города Магадан. Мы понимали, что это наш долг памяти сотням и тысячам страдальцев, свидетелям всероссийской беды, вероотступничества и жестокости. Церковь именно тот институт, а в течение многих лет единственный в российском обществе, который сегодня строит свою идентичность на памяти о репрессированных. Об этом свидетельствует почитание новомучеников, открытие все новых имен в их списке. Параллельно с церковью труд сохранения этой памяти взяли на себя краеведы и историки-энтузиасты. По крупицам собиравшие воспоминания и свидетельства о заключенных, положивших свои жизни и здоровье на тяжких работах, в сложнейших климатических и бытовых условиях, притесняемые бесчеловечным отношением надзирателей и начальников. Эти историки, часто не имевшие ни специального образования, ни необходимых материалов, кроме доброй воли, открывали первые музеи памяти пострадавших за веру, собирали архивы, писали книги. Я думаю, что 99% были крещенные. Все они обращались к Богу. Внутренне все люди верили, понимаете? У нас в Ягодном жил Николай Семенович Цицура. Вот он был священнослужитель, он тут отбыл 10 лет, по-моему. Мы с ним сдружились. Он, будучи в лагере, на прииск партизан такой был. И там какой-то был верующий, большого сана какого-то, понимаете, и он умер. Там схоронили его, и он, когда освободился, отец Николай Цицура, он нашел эту могилу, выкопал его и перевез в Ягодное, и в Ягодное перезахоронил. И тут часовенку там установил он, и до сих пор она стоит. Время стирает память человеческую. Потому необходимо продолжать эту работу, чтобы не были преданы забвению труды и горести пострадавших за веру. Наш фильм – лишь небольшой вклад в это важнейшее, поистине всенародное дело. Еще одно направление работы – установка памятных крестов на местах захоронения заключенных. Этот процесс начался с конца 90-х годов и продолжается и поныне. И мы полагаем, что необходимо продолжить его в качестве акта покаяния и памятных указателей мест казней, мученической кончины ведомых и неведомых подвижников. По благословению православной церкви, начиная с конца 90-х годов, начал уже целенаправленно разыскивать кладбища заключенных, устанавливать кресты. Идея возникла после прочтения таких книг, которые Иван Паникаров издавал и издает. И вот в нескольких книгах я прочитал такую фразу, что заключенный заходил и думал, помрешь, не то что креста православного, но даже отдельную бирку с номером, и то не заработаешь. Первый крест у нас на месте Спокойненского лагеря стоит. Еще сделали его в монастыре
Это уже наши кресты. А там тот делал какой-то монах в монастыре в Магадане. Здесь вот никаких следов не осталось. На Спорном то же самое. Вот возле речки будете проезжать речку Омчик. По правой стороне тоже увидите такой же крест. Он метров 10 от трассы. Потом там дальше на Этачане, но он сейчас по-другому называется. Там лагерь Хита был. Вот там, допустим, я точно знаю, ну, по описаниям, что там кладбище 3-4 минимум должно быть. Но нашли мы только одно. Святителя Тихона Задонского есть такая мысль, что если стоят на земле города, то стоят молитвами тех неведомых святых, которые живут в этих городах, и молитвами тех неведомых святых, которые покоятся на кладбищах этих городов. Большинство людей, которые здесь похоронены, к политике никакого отношения не имели. Были просто православные христиане. Сказали люди просто правильные христианские слова о том времени, когда разрушались храмы, выносились святыни. Никакого уважения не было к воле умерших людей. И самых активных прихожан просто вот забирали, отправляли лет на 10 на Колыму, отправляли. Я с большим трепетом буду сослужить владыке сейчас и молиться вместе с тем о здесь погребенных и о всех исповедниках земли Колымской. Несущим во гробе живота Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущим во гробе живота. То, что среди пострадавших в годы безбожных гонений в лагерях Колымы были архиереи, священники и просто верующие люди за веру, за свои религиозные убеждения, бесспорный факт. Но чтобы потом они возвращались сюда, видя святых мощей, уже прославленных угодников Божиих, удивительное явление. Мы перед мощами преподобного исповедника Андроника Лукаша. Самая тяжкая полоса началась на допросах. Его очень долго держали в тюрьме. В лагере потом было проще, как он говорил, Андроник сам. В тюрьме допросы были по 2 часа, по 3 часа, по несколько часов. То есть тогда старались выбивать сведения, так сказать, благодаря которым можно было опорочить других, да завязать в один, так сказать, круг. Стойко держался, молился, никого, как говорится, не выдавал, не предавал. И вот настало время, когда отправили уже по этапу сначала во Владивосток, а оттуда последовали они в Магадан. Ехать было ужасно, конечно, в этих трюмах, так сказать, набиты, как в бочке селедки люди были. Мучились, штормило, когда штормило, вообще было невозможно, многих вырывало. Ну, можно представить, такой вот ад был, как говорится, на пароходе. Но он держался благодаря, так сказать, монашеской своей закалке. Он мог и, так сказать, поститься очень жестко, да, не есть ничего помногу. И, главное, помогала ему молитва. Когда уже был помещен в лагерь, Андроник попросился, устроился у отхожего места, потому что там горел все время фонарь. А он каким-то образом достал, ну, передавали заключенные акафист страстям, страданиям Христовым. И вот он ночью, когда все укладывались, он, поскольку свет был, он читал этот акафист. Как некоторые до денег жадные, так он был жадный до молитвы.
То есть это было его существо, вот он был открыт всем сердцем, всей душою. Показательно то, что мы даже не знаем, вот прошли 5 лет заключения, где он находился, в каких лагерях. Он сам не рассказывал, не акцентировал уже, когда был на свободе. Он прожил 85 лет почти. То есть вот его человеческий век совпал с веком вот этим трагическим нашим. Он прошел и войны, и лагеря, и такие вот лишения. И когда уже дело близилось к концу, он сказал как-то в разговоре с Зиновием Мажугой, что полагайтесь на Матерь Божию, да, Матерь Божия не оставит вас. Прославленные исповедники Колымской земли, здесь, на Колыме пострадавшие, обогрели своей кровью эту землю. По учению Церкви, кровь мучеников есть семя Церкви. Пусть их благодатные и тяжелые страдания станут залогом духовного процветания Колымы и всего нашего Отечества. Руками апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали при Боге Вас и всех православных христиан да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Сегодня мы молились в кафедральном соборе, нижний предел которого посвящен святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской. И там почитаемой святыней собора являются мощи преподобного исповедника Андроника Лукаша. Но его страдания здесь, его духовный подвиг невидимо, благодатно, как семя, кровь мучеников, семя Церкви, так в духовном смысле страдания преподобного мученика Андроника и многих здесь они послужили здесь возрождению церковной жизни. Кажется, собор такой большой пострадавших на Колыме. Вот кто еще почитаем? Вот прежде чем коснуться перечисления прославленных святых колымских, я вам хочу сказать, что безбожники советского периода хорошо усвоили опыт своих предшественников в древние времена. Тогда многие мученики, их телеса полностью уничтожались. Они либо сжигались, либо специально их прятали от христиан, и каким-то чудесным образом они являлись... Честные останки, да? Честные останки. Они топились в моря, как это вот с Климентом Римским было. И Господь эти мощи каким-то образом вот являл миру. Вот все это было сделано по отношению к новомученикам и исповедникам Церкви Русской, жертвам тех самых антицерковных репрессий. То есть делалось все абсолютно возможное, чтобы об этих людях никто никогда не вспомнил. Но вот все-таки мы имеем большой список тех лиц, кто прославлен из тех тысяч
исповедников, которые здесь были на Колыме. Священномученик Григорий Сербаринов, преподобный Иов Угольский, святая преподобная исповедница Мария Корепова, священномученик Петр Богородский, священномученик Михаил Аколович, иркутянин. Преподобный исповедник Андроник Лукаш, преподобный исповедник Варсонофий Херсонский, мученица Анна Шашкина, священномученик Дмитрий Казанский, священномученик Григорий Сербарин, преподобный Иов Угольский, преподобная исповедница Мария Корепова, священномученик Елиазар Спиридонов, священномученик Петр Богородский, священномученик Михаил Аколович, священномученик Василий Бессонов. Сколько их, пострадавших за веру здесь, на Колыме, известно лишь самому Господу. Вместе с тем мы уже имеем собор прославленных новомучеников-исповедников земли Колымской, новомучеников Колымы. И дай Бог, чтобы через подобные проекты совместными усилиями мы могли являть миру имена угодников Божиих, пока неизвестных, но просиявших светом Христова воскресения, как новомученики и исповедники земли русской.